Вакцины, они безопасны. Почему они безопасны? Потому что они проходят долгий этап, несколько клинических испытаний. По идее, клинические испытания проходят там, где находится сам завод-производитель. И после этого идет уже другой этап, это проверка безопасности. Проверку безопасности они делают согласно перечню Всемирной организации здравоохранения. И после этого они получают сертификат GMP. То есть этот сертификат дает нам, что эта вакцина уже прошла все испытания, все этапы безопасности. И после этого мы, смотря на этот сертификат, наша страна уже закупает вакцину. Во многих этих социальных сетях, в интернет-пространствах бытует миф, что они неэффективны, что даже если получают вакцину, по-любому могут заболеть. Да, я не спорю, что те, которые получили вакцину, они тоже болеют. Но по идее мы должны знать, что вакцины, они защищают нас от тяжелого течения заболевания. Будь это корь, будь или другое вакциноуправляемая инфекция. Те, которые получили вакцину, они могут заболеть, но течение болезни протекает в легкой форме. Такого нет. То, что есть в вакцинах, эти вещества, консерванты, адъюванты, они есть и в других наших продуктах. Почему их добавляют? Для того, чтобы сохранить срок хранения вакцины. Каждый миллиграмм вещества, который содержится в вакцине, они до этого в клиническом испытании, в начале производства вакцины, они уже были рассчитаны. Как рассчитаны? Допустим, 0,01 миллиграмм какого-то вещества, например, аминокислоты, если возьмем L-аргинин или сорбит, они туда сам завод-производитель или ученые добавили в таком количестве, чтобы организм мог сам справиться и вывести естественным путем, то есть потом и так далее. Мы же не знаем, сколько вирусов попадет в наш организм. Это зависит от вирус-семьи, то есть от количества вирусов, которые попадают в наш организм. Может и в малом количестве, и может и в большом количестве. Если в организм попадет в большом количестве, то это уже идет страшные последствия, то есть приводит к страшным последствиям. Поэтому лучше вакцинироваться. Прививки вызывают ожидаемые реакции. То есть это какие? Это покраснение на месте инъекции. Почему так происходит? Потому что на месте инъекции уже локализуется сама вакцина, и туда отправляет наша иммунная система свои эти солдаты, то есть Т-хелперы, и там локализуются. Поэтому там идет покраснение. И одна из ожидаемых реакций – это повышение температуры тела. Почему так происходит? Потому что наша иммунная система с повышением температуры, она борется с чужеродным агентом. То есть так он распознает этот чужеродный агент. Многие думают, что повышение температуры тела около 3 дней – это нежелательная побочная реакция. Но это не так, это ожидаемая реакция. И в истории Кыргызстана или даже Евровозе не было такого, чтобы человек умер или были какие-либо страшные последствия после вакцинации. Это уже абсолютный миф. Почему? Потому что ребенок рождается аутистом. Это уже на генном уровне происходит. Почему все связывают на вакцину? Потому что у нас менталитет такой, что ребенок родился, он такой спокойный, он не плачет. Это всем нравится, когда до года. Даже родители иногда хвастаются, что мой ребенок не плачет, он сам по себе лежит, он спит, нормальный такой. Но после вакцинации в 2 года
после вакцинации АКДС и КПК, они вот замечают, что ребенок не коммуницируется с другими, то есть с обществом, и связывают на вакцину. Но если пристально посмотреть, если все вспомнить, как родился ребенок, как все этот проходил каждый этап, то можно уже там увидеть, что ребенок, когда родился, он и был аутистом.